Жители Джайрахского района в основном интересуются мясом. Представленные ингушскими фермерами на прилавках баранина и говядина исключительно местный продукт. Да и цены вполне приемлемые. Баранин, да? Остан был чисто. Да. Цена. Да, по 400 рублей. Смотря ты двухфазовые, свежие. Мягко, да. Волок, да, Цена, да. 350. Дук и цежи, да. 50-килограммовый мешок муки стоит 900 рублей, когда его рыночная стоимость достигает 2000. Пшеница по 12 рублей. Представили здесь свою продукцию и овощеводы Ингушетии. Капуста, лук, морковь, картофель. Цены на этот набор также ниже рыночных. 60 рублей, морковь 55. Картофель 40 Хох цена ялрата. Пох 35. Жителей Джайрахского района не обделили и сладким. Пчеловоды привезли сюда мед, а сахарный завод Хамки предлагают покупателям рафинад и рассыпной сахар. Цены оптимальные. 500 أزية إيشنا يري بسوقتي دهتي شينا حيث شنا Анза егали маскилды. إكلي 1000 рублей. да ليش كتير А песок это. بسوق 400 أنت Маскил. كتير Крестьянско-фермерское хозяйство Рузанны Цездоевой располагается в Хасавюрте, но знакома ингушским потребителям уже давно. Сегодня она здесь реализует масло сливочное и топленое. Я представила шоколадное масло, дагестанское масло сливочное и литровые банки разлитые топленым маслом. А вот шоколадная и на сливочная одна цена? Одна цена, да. И по сколько? Все свежее. По 600 рублей килограмм и 700 рублей килограмм белое масло. А топленая? Топленое 2500. Продается здесь и подсолнечное масло из зязиков юрта. Натуральная, да. Натуральный, да. Мало мяха, да. 650 рублей. Era литр. 5-литровый. Зязик юрте мягко, да. Натуральный шоколад хажади. Считай по хачку корзыч хама. Я подряд я партии цаярмырт ай хаят совочи 40-50 баллон на расхват тагызбат. Разворачивают прилавок со своей продукцией и агрономы сада гиганта. Яблоки на любой сорт и вкус. Можем разные, Гренни Смит, Голден, Фуджи, Цвинг. У нас много яблок, у нас и по цвету, и по вкусу разные яблоки. Ярмарка на фоне величественных гор с низкими ценами и продукцией, которой хватит впрок. Жители Джайрахского района остались довольны. حتى خليت خن حم جواه لا أصبح عن شتو حتى أخذت كوب تشير خير نزراني ضخم مش ديست نا خولقت نو أستل دا سادود أغار دق ما بيخاتشنا دالي خاتي ما بجمع شقي بس ما وجه. Сельскохозяйственные ярмарки проводят по указанию главы Ингушетии до конца апреля. Такие меры приняты, чтобы не допустить необоснованного подорожания социально значимых товаров. В Минсельхозе региона определили график следующих продуктовых распродаж. Ниже рыночных, они довольны, рады и просят, чтобы почаще проводили такие. У нас по графику сейчас будет пригородный район Куртат, потом будет Магаз и город Назрань. Это уже 12-я по счету. Это 12-я по счету ярмарка. Палатки не закрывают до вечера, чтобы каждый успел приобрести выгодный товар. Согласно графику, следующая ярмарка пройдет в пригородном районе 23 апреля. Адам Мережков, Магомед Шаухалов, Новости 24.